И все ведь денег просят. Особенно, когда к власти придут. Казна пуста. А им сказали в Европе: у вас так много богатых людей, олигархов, да верните свои деньги-то в Украину, да делайте с ними, что хотите. А у нас в Европе лишних денег. Ангела Меркель прям так ответила. И поэтому Кличко вернулся, и власть-то его, в общем, мало, потому что ему денег-то не дали. А Яценюк, второй лидер этой революции, поехал в Америку. Тоже там бросил деньги. Дали деньги-то? Нет. А чего дал им Обама? У нас лишних денег нет. Нет, он по-другому. Присоединитесь к нам. Вы новость-то не смотрите. Он на них наорал. Они попросили оружие и попросили денег. Они сказали, деньги мы вам можем выдать, но не сразу. У нас тоже эти деньги как бы в работе, и поэтому, там, через полгода мы вам выделим деньги. Но им-то надо, ребята, зарплату платить армию, создавать сейчас. Полгода это долго, слышите? Люди каждый день хотят есть. Ты качаешься, вот я смотрю на тебя, ты тоже не понимаешь, что ты делаешь. Сиди правильно. Ребята, а что же, что он им сказал? Оружие тоже не дал. Мы не имеем права поддерживать ваш режим. Не дал Обама. И что он им дал? Суки и пайки, которые были приготовлены для американских военных. И Яценюк приехал, и, в общем, приехал без ничего. Таким образом, ребята, я, конечно, понимаю, что финансовые центры очень хитрые, и они бы хотели дать денег, но просто так они деньги не дают. Они либо требуют вернуть с процентами, либо еще какую-то услугу, допустить их на рынок. Понятно? Ребята, вот какая хитрость-то. А украинские и другие, грузинские, кстати, националисты, они думали, что они им так нужны просто так. И от России просто так взяла Крым. Она взяла, но, ребята, вы понимаете, там 2 миллиона человек, и эти 2 миллиона человек, я уже вам говорила, пенсии в 5 раз ниже, чем у русских, и вообще уровень жизни ниже. Так им еще надо эти деньги выплатить. И русское правительство готово поделиться, а американцы вот так. Вот, смотрите. Смотрим. Но, ребята, тем не менее, деньги бывают так нужны, что временно выручите, то хорошо. И вот как раз во Флоренции представлен вот этим центром денежным. Давайте его 15 век в Европе. Я задам вам вопрос. Где же был финансовый центр Европы? В банке. Я сейчас вам расскажу. Италия, какой Италии? Северной, центральной, южной? Северной Италии. И вот в этих городах богатых. Итак, ребят, читаем дальше. В 15 веке в Италии власть захватили. Читаем дальше. Санакулова. В 15 веке в Италии власть захватили, стала богатых сельей и стали передавать ее по наследству. Значит, ребята, маленькие государства, маленькие тираны,